то ли сверху сказали, можно критиковать, то ли там как-то, я не знаю, в Москве какой-то этот ветер там чуть поменялся. Почему именно рок-спектакль? Я вообще как бы не руководствовался идеей или целью что-то привнести в татарский театр. Я вообще про театр, собственно, как раз вот и не думал. Мы, наше общество, сообщество, мы горели созданием, идеей создания татарской молодежной субкультуры. А теперь вдруг, например, появились эти очень смелые, в кавычках, значит, выступления депутатов. Почему именно рок-спектакль? Почему такой формат выбран? Ну, формат, в принципе, как бы это спектакль, который одновременно связан с музыкой, вот, а рок, потому что я рок люблю, вот. Первый раз такая идея еще лет 10 назад пришла в голову. Я вот уже говорил, что разговаривал с Алией Сабировой, да, и предлагал что-то такое, какой-то перформанс сделать, связанный с тем, что она будет петь там и так далее, вот. Первый раз, наверное, такая была, потом как-то еще один раз было, и уже в начале этого года, вот, после того, как я посмотрел целиком, ну, сначала один эпизод, потом целиком посмотрел рок-шоу, оно называлось, рок-шоу Ивана Вырыпаева «Сахар», я понял, что вот готовый формат, в принципе, ничего придумать не надо, он очень простой и, в принципе, можно делать, поэтому я, ну, один я это делать не могу, я могу текст написать там, как-то скомпоновать и сценарий, ну, в итоге оказалось, что немножко и режиссирую, там, ну, там на самом деле не так много режиссуры, вот, и я позвонил Оскару, группа «Гауга», вот, и он заинтересовался, и вот так пошло-поехало. Как формировалась команда? Кто с тобой создает этот спектакль? Да как-то стихийно все. То есть я знаю Оскара, он заинтересовался. Там, Оскар знает Ислама, который электронную там подложку делает. Я знаю Зульфию Раупову, композитора, который нам одну песню написал. Потом, значит, опять-таки, детский хор тоже, дочка, получается, друга. Вот, значит, Рамиса я тоже 100 лет знаю. Ну, в общем, как-то все знакомо. И ты знаешь, человек чем занимается, каких он взглядов там придерживается на жизнь вообще, и в профессиональной сфере, насколько он там успешен или интересен. Вот поэтому как-то вот так все стихийно. То есть мы специально... Да даже, в принципе, никого со стороны у нас и нет. Только все знакомые, либо мои знакомые, либо Оскара, либо знакомые наших знакомых. В общем, вот так вот. То есть какого-то особого кастинга там или какого-то выбора там по списку не было. Ну, у нас, поскольку не классического формата спектакль, да, то есть там нету такой игры актеров, там пафосной какой-то там с завываниями и прочими, поэтому нам нужны были люди, которые именно в плане чтения, который умеет читать вот так как-то, не то чтобы совсем уж без эмоций, но в то же время, чтобы и текст и близок был, но и без пафоса. То есть это читается более, так скажем, сдержанно. Текст как бы немножко существует отдельно от актера, и если актер сможет этого добиться, то это очень хороший актер получается. А этот спектакль, он для определенной аудитории? Вот для кого ты это делаешь? Ну, мы как бы делали не для аудитории вообще, мы для себя делаем, а уж там как бы кому понравится, это другой вопрос. Ну, я как предполагаю, что это все-таки люди, которым рок так или иначе близок, ну, который не вызывает отторжения, у кого рок не вызывает отторжения. Вот. Плюс это люди, которые, ну, во-первых, там, татарским владеют, либо интересуются сильно татарским, хотя бы как-то там в какой-то степени на нем понимают тексты. Люди, которые, ну, как бы не закрыты к новым всяким форматам и хотят, чтобы там татарский язык, культура не застаивались в таком виде, в таком консервативном, так скажем. Вот. Ну, я предполагаю, что это, ну, примерно наше, наверное, поколение, плюс-минус там, вот я уже одно называл, чтобы тоже повторюсь, чтобы там 26-43, наверное. Я как-то вот думаю, что вот это примерно вот в этих возрастных рамках большинство наших зрителей будет, наверное, в этих рамках.
Мгм. А при выборе формата это было осознанно, ты отошел от традиционного формата? Нет, я вообще как бы не руководствовался идеей или целью что-то привнести в татарский театр. Я вообще про театр, собственно, как бы раз вот и не думал. Мне просто хотелось ну, высказаться и высказаться в том виде, каком мне самому понравился. Вот. А в итоге это оказалось, вот, мы долго думали, что это такое. Вот. И, ну, на самом деле, это рок-спектакль, потому что, ну, спектакль, опять-таки, это, если мы имеем в виду новую драму, а не классическую, с таким непрерывным сюжетом, с героем, там, антагонистом и прочими вещами, да, с конфликтами какими-то, которые по ходу действия возникают, там, с кульминацией перипетий, но тем не менее, там, это чем-то похоже, но это новая драма, которая в России давно развивается, в Татарстане особо нет, насколько я понимаю. Вот. Есть целый фестиваль, даже два, по-моему, фестиваля больших, Любимовка, Ремарка, по-моему, тоже по новой драме. Ну, Любимовка точно по новой драме, и там куча людей пишут. Ну, это там всякие вербатимы и монологи, и какие-то там вообще постановки без слов и прочее. Вот. Поэтому это все-таки спектакль, исходя вот из того, что это ближе к новой драме. А рок, потому что там рок-музыка звучит в основном. То есть у нас получается 7 эпизодов, из них в 6 рок-музыканты играют, и в 5, получается, есть песни, которые исполняет Оскар. Поэтому у нас как бы рок. Поэтому раньше стоит, чем слово спектакль, потому что рок там настоящий, а спектакль все-таки это еще как бы кто-то может предъявить претензию, что это не спектакль на самом деле, а просто какой-то сборник там текстов. Но почему для выражения ты выбрал татарский язык, а не русский? А самого языка есть. Мгм. Ну, то есть я не скажу, что одинаково владею, но хорошо владею татарским и как там, не знаю, там, хорошо владею, отлично владею русским. Вот, и мне кажется, что для нашей среды, для нашей, как-то вот, для моих друзей интересно будет услышать на 2 языках, причем там, ну, я суть как бы раскрывать не буду, но их сочленение там тоже определенный интерес, мне кажется, представляет, каким образом эти 2 языка взаимодействуют. Но то, что песни звучат на татарском, это для татарской аудитории, в здании татарского театра, но все равно это значит татарский спектакль. Ну, он татарский, во-первых, потому что мы все татары, Мгм. вот, и все считаем себя татарами. Вот. Во-вторых, если есть татарский язык, то, мне кажется, априори уже просто отсекает всякую любую другую аудиторию, и он становится татарским. Вот. Там есть, ну, тема татар тоже есть, но она не, как бы, не звучит как основная, приоритетная какая-то, но она в любом случае там присутствует, тема татар, там татарского языка и прочее, поэтому я думаю, что как бы татарским он вполне легитимно может называться. Мгм. Ну вот по вопросу о татарском языке, вот буквально вчера, 26 апреля, проходил праздник Минтатарши Силешем. Я знаю, что ты человек, да, который придумал этот слоган. Можно это назвать слоганом? Ну да. Да, и вот этот символ, эмблему, букву в виде смайлика. Но вот мне вот кажется, что это вот признаки определения какого-то бренда. То есть это вот визуальное восприятие, да, потом это аудио, то есть озвучивание вот этой идеи. Что за бренд? Что ты хотел этим сказать, когда ты это придумывал? Ну, даже не то, что бренд, наверное, просто мы живем в эпоху всяких маркетинговых коммуникаций, и если что-то не выражено на языке, понятном для многих, к которому они привыкли, то эта вещь, ну, как бы не воспринимается настолько ярко, может быть, да. Вот, поэтому даже политические деятели всякие слоганы придумывают, там тоже Шамиль, там Бесбулдаров там придумал, ну или там адаптировал какой-то западный слоган на татарский лад, и это пошло народ. То есть как бы люди, ну мы живем в эпоху модерна, позднего там или теперь уже постмодерн, но тем не менее модерн продолжается вовсю, и он никуда не делся. Вот. И мне хотелось просто
некую идею. Не то чтобы я один это делал, то есть мы вместе с единомышленниками, вот, потому что там идей было куча, но в итоге вот как бы ярко высветилась одна, да, поэтому я не могу только себе это все приписывать. Вот, я думаю, что мы хотели как-то подчеркнуть, ну, то есть какой-то манифест даже, может быть, да, что я там человек, я говорю по-татарски, и это нормально, это никоим образом не повод считать нас отсталыми какими-то, что мы там, колхозники, что татарский язык является языком второго сорта и прочее, то есть он такой же также присутствует в общественном пространстве и также близок к его носителям, как, допустим, там, русский для русских и так далее. Вот. Что касается визуального, это конкретно делалось для акции, да, для того, чтобы было оформление какое-то, и чтобы оно привлекало внимание, чтобы оно было таким продвинутым, молодежным и понятным для всех. И мне кажется, это получилось, потому что, ну, тогда уже смайлики были в ходу, хотя, может быть, не настолько, как сейчас, да, потому что тогда еще никаких смартфонов не было, вот, но в интернете уже смайлики ставили. Ну, я вот решил соединить нашу букву «Э», которая, мне кажется, это бренд татарского языка, то есть символ главный, потому что, ну, просто по количеству, самый больший, если любой татарский текст почитать и посчитать количество букв «Э», там больше всего будет именно, вот, среди других татарских букв именно «Э». Может быть, даже среди всех остальных букв больше всего будет буква «Э». Вот. И она мне сразу нравится. В общем, все это вместе получился вот такой некий логотип, даже, можно сказать, татарского языка и вот нашей акции. А потом уже в этом году 13-й раз проводилось. Мне кажется, это показатель уже достаточно серьезный, чтобы сказать, да, это получилось, и идея в народ пошла, она нравится. Сейчас мы наблюдаем, как татарская молодежь, она осваивает такие принятые современные форматы окружающего мира. Ну, прям скажем, вот, например, соцсети, да, то есть ВКонтакте есть сообщество крупное, и по их подобию создается татарский, на татарском. В той же самой музыке, то, что мы видим на Минтатар Силяшем, различные жанры, которые существуют в мире, они переводятся как бы на татарскую плоскость, и переводятся с использованием татарского языка, каких-то элементов народной музыки. Как ты считаешь, что это нормально вообще для развития вот, нашей культуры? Не считаете ли это со стороны как бы неспособностью народа придумать что-то свое? То есть ты осваиваешь чужое и пытаешься втиснуть в это какую-то свою как бы культуру. Ну, это вообще по всей истории человечества все народы осваивали чужое, и потом придумали свое. Как бы нет исключений, которые придумали на ровном месте пустое. Даже там какой-нибудь Гомер придумал там свои произведения не потому, что он их придумал в первый раз такое, а просто он слышал, как какие-то там бродячие поэты рассказывают, значит, истории, и он их вот оформил, так скажем, должным образом. Тоже Шекспир, у него очень мало оригинальных сюжетов, он брал там всяких итальянских, там бродячих там, спектаклей и прочее. Вот. Все культуры – это синтез каких-то предыдущих или параллельных, которые существуют в то же время, да. Вот. А что касается именно татар и нынешнего времени, у нас положение очень незавидное. У нас, к сожалению, нету больших таких точек роста, поэтому единственный путь, который остается, это как бы адаптация с оглядкой на свое наследие. То есть, ну, то есть практически все можно на татарский перевести, это будет полезно. Ну, или там вот мультики переводят на татарский язык, там, Фиксилер, например. Отличный мультик, ничего в этом плохого нет. Если сделать тот татарский мультик целиком на татарских темах, тоже хорошо, но пока не умеют, не могут, лучше переводить. Да. Богатство культуры, оно, конечно, есть, но его в любом случае, чтобы кому-то другому показать, нужно очень сильно переработать и каким-то образом вот, адаптировать для их все-таки миропонимания, искусствопонимания. Тот же Алиф, вот, наверное, очень редкий случай, когда вроде бы кажется там совершенно
оригинальный, то есть он оригинальный, но тем не менее, то есть Нурбек тоже там ездил в Питер учиться танцу, он там с удовольствием смотрит все эти там балеты иностранные и так далее, то есть он тоже учится, и при помощи тех знаний и технологий, каких-то мастерства, которые он видит, получает в таких очень развитых, да, труппах, в каких-то театрах, он потом свои идеи или там, идеи своей творческой группы он выражает при помощи танца. Поэтому мне кажется, это абсолютно нормально. Вот. Единственное, что как бы просто кальку делать полную, это, конечно, не очень хорошо. Вот. Ну, перевод это понятно, просто для того, чтобы контент увеличивался. Ну, допустим, ну, не знаю, если вот я взял бы там спектакль того же Воропаева, вот, и то же самое просто на Татарском сделал. Ну, примерно те же самые темы, примерно с таким же музыкальным оформлением, это была бы калька. Это, может быть, все равно было бы полезно там, для татарской, хотя бы был бы отдельный ролик там, в интернете, который можно было показать, да. Но у меня вообще никакого отношения не имеет к содержанию того, что делал Воропаев, то есть абсолютно разные темы. Все темы мои, но я не скажу, что я там представитель татарской культуры, но поскольку я вырос там, в татарской среде, я татарский язык знаю, там, немножко владею литературой и так далее. В любом случае, все, что я буду делать, это так или иначе, тем более, если связано с татарским языком, это касается культуры, и это какой-то, хоть там микроскопический, но в нее вклад. Поэтому, мне кажется, это нормально, и я только всегда приветствовал всякие эксперименты. Вот лет 10 назад, там 15, да, вот мы, наше общество, сообщество, мы горели идеей создания татарской молодежи субкультуры. Да, то есть атрибутами этой субкультуры казалось, что вот то же самое, то, что ты назвал, татарский рок, татарский рэп, вот то, что сейчас существует. Не получится ли так, что, например, сейчас пока традиционная татарская культура, она поддерживается государством, это требует больших денег, татарский театр, большие ансамбли и так далее. Если вдруг у нас, например, не будет такой государственной поддержки, ну, не будет у нас республики вдруг, не окажемся ли мы так, что у нас будет молодежь, которая читает рэп и не слушает, и не знает совершенно нашу классическую традиционную культуру? Вот какая-то грань, она может появиться такая? Нет, ну, конечно, разные варианты возможны. Может, что субкультура сегодняшняя, хотя, наверное, сложно как субкультуры назвать. Все-таки они как-то живут вместе, нет какого-то разрыва, что вот, например, вот эти люди только там так, эти только так. Я думаю, что все-таки сейчас перемешивается в какой-то степени. Плюс молодежь, она и на классические спектакли ходит, и на какие-то новые, может быть. Они могут слушать там и Салавата, и Оскара, ну, то есть есть такие, да. Вот. Так или иначе, ну, татарской культуры немного, ведь на самом деле, если так посмотреть, вот, каждый день, наверное, даже вечером куда-то сходить, ну, если взять, например, месяц, вряд ли, наверное, можно каждый день на какое-то нормальное культурное мероприятие ходить. В Казани это, я уж не говорю про другие города. Вот, поэтому, мне кажется, нельзя недооценивать эту молодежь, которая якобы вообще ничего не знает. Я не думаю, что молодежь там 70-е годы была как-то намного прошареннее в плане татарской культуры, просто это было другое время, они там Хадик Акташ, например, там, знали, потому что Хадик Акташ был великий советский поэт, там, да, а теперь они не знают там Хадик Акташ. Там, вот, ну, как бы у нас Ренат Харис, например, известный и там лауреат госпремии, но молодежь вообще не знает, кто такой Ренат Харис и что он там писал. То есть, ну, может получиться, что вот это, в кавычках, там, субкультура какая-то, она в итоге окажется единственной культурой, которую мы имеем, вот, если государство совершенно перестанет поддерживать. Но с другой стороны, государство тоже, конечно, надо перестраиваться, потому что так или иначе эта культура потихонечку, ну, это естественный, на самом деле, ход вещей, потому что поколения меняются. Вот, и там, помоложе поколение не настолько воспринимает все вот это в таком консервативном виде. Вот. И государство тоже надо, конечно, к этому относиться серьезно, и в планировании бюджета там, и так далее достаточно серьезную часть выделять именно на какие-то новшества, да, на эксперименты какие-то, на инициативы, там, систему грантов, основать такую нормальную, с независимым жюри, чтобы это не было какое-то там очередное
переливания из одного кармана в другой, или там поддержка от них тех же людей в течение там 30 лет, которые ничего не выдают. Вот. А вот именно мотивирование, в том числе денежное, то есть понятное дело, что мы свой спектакль делаем там бесплатно. Последние уже как бы стадии Рустам Сулейманов из фонда Марджани и еще один мой друг, они согласились там, ну я говорю, вот мы ставим спектакль, если интересно, вот я бы, например, хотел бы хоть какие-то минимальные символические гонорары выплатить артистам, там, музыкантам, прочее, и в общем они согласились мне дать, но это какие-то там копейки. Вот. Нурбек тоже, да, они ставили это абсолютно там на собственной инициативе, и вот они выигрывают, там, ну, Нурбек выигрывает золотую маску. Вот, то есть нельзя сказать, что вливание денег, глупое вливание денег, оно приносит какие-то результаты. Поэтому должно быть хотя бы отчасти умное вливание денег. Первая миссия государства – это обеспечить эффективное применение денег на культуру. Ну, если мы про эту сферу говорим. То есть следить за тем, чтобы эти вот небольшие деньги, если в целом посмотреть, которые на культуру у нас тратятся, они достигали правильных адресатов. Пускай половина отсеется потом, да, вот этих экспериментов всяких там и так далее. Я тоже не знаю, там, может, у нас рок-спектакль никто не поймет, и мы сами как бы перегорим и вообще потом про это забудем. Вот. Но, тем не менее, половина останется, будет продолжать жить. То есть, вот исходя из концепции, пускай там растут 100 цветов, вот пускай там, ладно, там 50% тратят на все вот эти там депутатов, там всех этих союз писателей, всякие эти вот старые структуры, которые ничего интересного никогда уже не придумают. Они просто доживают свой век. Но хотя бы там половину, там, ну ладно, да, может даже треть, да, бюджета, который тратится на культуру, они должны, конечно, попадать в почву, которая может дать ростки быстро, и на вложенный рубль там, ну хотя бы рублем же потом вернуться. Я имею в виду в плане эффекта культурного, не денег принести. Ты высказывался о татарской литературе, да? Говорил, что сейчас некого почитать у нас татарских авторов. Вот как ты считаешь, в чем сейчас главная проблема татарской литературы? Современной татарской литературы? Да, я про литературу говорил, но я хочу уточнить, что я не говорил, что некого почитать. Я говорил, что шедевров нет. То есть я в многих своих друзей, которые очень много читают на татарском языке, спрашивал, какую книжку вы мне сразу порекомендовали, как вот это вот точно стоит почитать. И никто такого назвать не смог, поэтому вот это. Потом как бы слова немножко переначали, сказать, что вообще ничего не пишет. Я, конечно, такого не говорю. Вот. Но основная проблема, тут, наверное, несколько. Первое – это отсутствие читателей. То есть вот я как-то считал даже и писал статью о том, что у нас получается, что ну, примерно 100 книг продается современной прозы. Если мы берем статистические данные, книга издат, к сожалению, да, не представляет, но я вот примерно как бы прикинул, и что это вряд ли больше 100 средние современной прозы именно. Я не имею в виду какие-то там, ну, как это бывает, там пиар, классика какой-то начинается продаваться, может там выходит фильм, да, там, а потом книга, я не про это говорю, а вот, ну, просто современная проза. Живые сейчас писатели недалеко там за 60, вот, или там за 50, которые пишут. Вот. И поэтому читателей нет, но неинтересно же. Вот. Я сам заканчиваю там, писать роман, я не знаю, там, когда-нибудь увидеть свет нет, но я об этом думал, когда я начинал, может быть, писать на татарском языке. Хоть я не так хорошо знаю татарский, как русский, но тем не менее, наверное, смог бы я написать, потому что ну, конкуренция не такая большая. Вот. Хоть и писателей много, ну, как бы я не так пишу или там не так стал писать, как у нас обычные, да. Вот. Поэтому, ну, я думал, ну, выйдет книга, там, прочитает, ну, 10 моих друзей максимум. Еще кто-то, ну, как бы неинтересно же, а что я буду тратить там 2 года своего времени свободно для того, чтобы 10 человек, ну, там 100 пускай купят. Из них я 90 никогда не знаю, там, кто, зачем. И так далее. Вот. Просто чтобы вот сказать, я там татарский писатель, да, вот у меня книга там стоит, вышла, вот она, я останусь там в веках. Зачем мне, когда умру, мне вообще все равно, там, что как я буду перед... Но есть такой автор Зифа Кадырова, она вот все эти разбивает все эти теории. Нет, ну это просто другая ниша. Это как бы нельзя назвать современной такой прозой, ну или может быть там
слово интеллектуальный, конечно, хочется, ну, не скажу, что интеллектуальный, но, я не знаю, там, то есть, это просто ниша любовный роман такой, ну, там, Донцовы, может быть, и так далее, можно сравнить. Хотя, конечно, язык Донцова, все равно, я считаю, гораздо выше. Вот, среди русских писателей уровень Донцовой по языку выше, чем Зифы Кадыровой среди татарских. Ну, она пустая была, вот человек написал, у нас много таких, напишите детектив на татарском языке нормальный, будет очень классно продаваться. Такие легкие книжки, которые можно там на дороге почитать. То есть у нас еще много чего не занято. У нас же все пишут про величие татарской нации, вот, и про каких-то там ханов, которые сотрясали вселенную. Никто не пишет про отношения там между мужчинами, женщинами, там, в семье, с детьми, какие-то вот конкретные такие вещи, которые нынешним людям, которые еще пока читают татарский, интересны. Вот. Ну, Зифа Кадырова написала там про свою жизнь, в принципе, да. Вот. 2-3 книжки написала, кто-то там сюжет, она сама рассказывала, что там кто-то ей рассказывал про какой-то сюжет, она его написала. Вот. Но от этого Зифа Кадырова не становится великой писательницей. Она просто хорошо попала в нишу. И я за то, чтобы все были ниши заполнены, там, и любовный роман, там, и какие-то детективы могут быть, и там фантастика на татарском языке. Ну, хотя у нас отчасти есть там немножко мистика, Марат Кабиров тоже, например. Вот. Ну, я, кстати, вот у нас был с ним немножко спор, и в итоге я все-таки прочитал одну его книгу. Я 2 книги начинал, никогда они не пошли, а вот «Ел-мое» я дочитал. Ну, тоже вот, в принципе, наверное, особо такого явления не было. Но оно более узко, конечно, поскольку язык высокий и так далее. Ну, там, допустим, там какие-то любовные переживания, там эротические сцены есть. Ну, то есть это тоже, наверное, в литературе они есть, обычно татарской тоже, наверное, должно быть. Вот. Но другое дело, что людям, конечно, нужно попроще язык. Поэтому я думаю, что в итоге те, кто хотят писать на татарском, они все-таки будут, наверное, двигаться к народу. Вот. Но это не потому, что... Ну, вот еще такое заблуждение, что там Зифа Кадырова, вот, она великая или там она очень много делает для татар, потому что вот ее книги продаются. Ну, мне кажется, это вообще никак не связанная вещь. То есть ее книги продаются, потому что пока еще есть люди, которые готовы это читать. Не самого высокого, может быть, образования, да, то есть, ну, хотя разные там есть, но тем не менее, просто которые вот в то время жили, и для них это очень близко, вот то, что она описывает, ее же возраста, чуть-чуть моложе, но 20-летнему это Зифа Кадырова, мне кажется, вообще как-то очень далека просто. Вот. И вот потребность рождает предложение. В татарском это гораздо хуже работает, но иногда вот работает. То есть, ну, первая проблема, это, значит, отсутствие читателя. Да, второе, я уже немножко об этом сказал, что татарские писатели все-таки как-то они, поскольку мало конкуренции, вот, они пишут такие эпические романы, больше, ну, большинство, вот, как какие-то про историю, такие там, какие-то возвеличивающие татар отчасти, некоторые пишут про какие-то... Я сейчас про последние 25 лет говорю, я не говорю про всю татарскую литературу, естественно, потому что там были гении, как Фатих Амирхан, там Амирхан Великий, Мухаммад Махдиев, там, которые про свое время там писали, и очень красиво. Но мне кажется, то ли остроты не хватает, то ли как-то вот увлекаясь какими-то пафосными вещами, не хватает, забывает о том, чтобы сюжет был четко выстроенный, чтобы вот эти основные вещи, которые, ну, приняты у всех писателей, чтобы завлекать читателя, да, чтобы ты открыл книгу, 5 страниц прочитал, и ты думал, а что же там дальше написано, что там происходит? Не с первой страницы понял, как бы, о чем будет роман и чем он закончится, да, в итоге. А вот какая-то интрига была, какая-то завязка была интересная, там, пролог и прочее. Вот. Ну, мне кажется, это из-за того, что конкуренции мало. Если бы конкуренция высокая была, если бы у нас был не союз писателей, допустим, какая-то система грантов, да, то есть если независимое жюри решает, что вот эти 10 книг, они должны напечататься, и потом будет очень хороший маркетинг, вот везде там продавать, там пиарить, там телевидение, всякие там встречи, перформансы и прочее,
Я бы думаю, немножко нас, наверное, лет через 10 увеличило. То есть качество литературы стало бы лучше. Ну а так у нас есть вот этот совковый союз писателей, который, ну, как бы он какую-то, конечно, полезную функцию выполняет, но мне кажется, надо бы отделить вот это вот книгопечатание и производство литературы от поддержки пожилых писателей, выросших в советское время. То есть, прям, может быть, как бы, я не призываю к тому, чтобы их там лишить каких-то льгот, там, привилегий, просто это как бы назвать вот, конкретно, да, то есть, там, человек там пишет заявление, что в связи с тем, что как бы, такая ситуация там, с татарским языком, прошу мне помочь, ему выделяется определенная пенсия от государства, да, как социально неблагополучному пожилому писателю. Это как бы отдельно. А не так, что его считают там, как бы ему как бы дают бюджет на то, чтобы он как бы печатал как бы книги. Вот. А это вот немножко, мне кажется, надо разделить. И опять-таки все возвращается к системе грантов. И последний вопрос. Сейчас вот языковой вопрос всех волнует. Да, и то, что сейчас законопроект внесли, хотят принять, что татарский язык хотят оставить на уровне факультатива. Вот. Как ты считаешь, из-за чего такая ситуация она возникла и как она будет сейчас решаться? Каким будет итог этого процесса? Ну, итог сложно представить, потому что в этой стране решения принимать часто нерационально, поэтому прогнозировать сложно. Вот, то есть, когда шла основная битва там, за татарский язык осенью, татарстанское руководство практически то есть, ничего особо не сделало. Ну, по крайней мере, из того, что мы видели, да, потому что мы не знаем эти какие-то внутри, за закрытыми дверями, что происходит, но там Госсовет молча полностью проголосовал за фактически отмену татарского языка, то есть это был просто такой шок. Ну, естественно, это не только Госсовет, это там и правительство и так далее, они же все в связке работают, у нас же нет независимого парламента. Вот. А теперь вдруг, например, появились эти очень смелые, в кавычках, значит, выступления депутатов. То ли сверху сказали, можно критиковать, то ли там как-то в Москве какой-то этот ветер там чуть поменялся, я не знаю. То ли они, ну вот, например, может быть такое, что там Путину на стол попал какой-то доклад серьезный, и который проанализировал всю ситуацию, начиная там с лета, допустим, да, и они поняли, что как бы, на самом деле это не очень хорошо на ровном месте лишать татар языка государственного. То есть понятно, что они и татарский язык не могут отнять, но запретить его в школе, сделать его факультативом, а факультатив это очень плохая штука, поскольку это юридический термин означает, что нужно учить после уроков, после 40 минут, как все уроки закончатся, при наличии свободных помещений и так далее. Для школьника это просто как бы повеситься можно. То есть было такое в советское время уже, и мне рассказывали, что там многие просто там с ума сходили, лишь бы не ходить на этот татарский язык, потому что все выходят домой, а ты сидишь там и ждешь. Да? Это не значит, что ты вместо какого-то урока можешь татарский выбрать, это именно после всех уроков. Вот. Даже 2 часа это очень мало. То есть у нас всегда русскоязычные, не выучить русский язык, это вообще, конечно, идиотизм просто, это нужно быть полным дебилом, чтобы не знать русский язык. Вот. Будучи там татарином, чувашином, кем угодно. Вот. Поэтому, мне кажется, все эти стенания по поводу того, что нам русского не хватает, это просто потому, что дети, наверное, плохо учатся, у кого-то там больные там, и так далее. Но поскольку они не могут критиковать всю систему образования в целом, вот им показали окошко некое, да, куда можно постучаться, вот они начали туда стучаться. Если им скажут, например, завтра, что географию можно отменить, что география вообще очень злонамеренная наука, которая как бы раскачивает ситуацию в стране, то я думаю, что найдется куча людей, которые начнут от географии отказываться. Вот. Это не только с татарским связано. Ну, там, конечно, бытовая же ксенофобия тоже есть, это понятно. Вот. Но вот ситуация такая, что как-то сложно прогнозировать. То есть, если вот не учитывать последние заседания Госсовета, которые там, ну, хоть как-то, вроде как они собираются бороться, ну, даже если, допустим, в Думе этот закон не примут, это, с одной стороны, объявит большой победой, что они боролись за язык и так далее. На самом деле, ничего хорошего в этом нет, потому что основные события уже осенью произошли, и даже в том варианте, если он сохранится как до вот этого нового законопроекта, это не очень хорошая ситуация, и это, конечно,
даже не подножка языку, а прям какой-то удар сзади дубинкой, как бы человек, ну, допустим, там, старик уже как бы на издыхании, а его еще пытаются там добить, потому что вместо того, чтобы развивать язык, который уходит и так со всех сфер, просто и из семьи тоже уходит, и в культуре, то есть он как, мой прогноз в целом, он, конечно, несмотря вот на все это, да, я думаю, что в любом случае он, конечно, в какой-то степени станет экзотикой. То есть количество владеющих татарским языком при сохранении тех трендов, может быть, динамика не такая быстрая будет, но тем не менее, при сохранении нынешних трендов в российской политике, татарский, конечно, станет экзотикой, его будут знать в основном там, энтузиасты, либо совсем пока еще там как-то не выбравшиеся в город люди. Но то, что он сохранится, я в это верю, что количество его знающих будет достаточно, чтобы там какой-то там появлялся какой-то контент, какие-то произведения, это, наверное, будет. Вот, а там уже, как говорится, кусь курир.